В доме Матиевых сегодня многолюдно. Проводить в последний путь ветерана Великой Отечественной войны собрались жители со всей республики. Ему было 98 лет. На фронт ушел совсем мальчишкой в 19 лет и сразу же был удостоен офицерского звания. Мухтар Матиев долгое время боролся с тяжелой болезнью. Собравшиеся вспоминают, каким он был душевным, жизнерадостным, честным и открытым человеком. Его любили соседи, для всех он был наставником, пытался помочь советом или делом. Он руадок дикамаш хаисат хон хегам беш дардуасар харса дарт хон хавалш хон исиш нягда дохаш хон садага дохаш ер ветеран волш бомбот лелиаса гор тентхан сагварер ах онса Хошунский район администрация каскас бош огон феш мал яш хажуш ах ер монах ер дакастер тейпан юрта иш сагваркер. Соболезнования семье Матиевых выразил и глава Ингушетии. По указанию Махмуд Али Калиматова, делегации из министерств и ведомств республики приняли участие в организации похорон, оказали материальную и продуктовую помощь, выразили соболезнования родным и близким. Также старшему сыну вручили денежную сумму в размере 100 тысяч рублей на организацию похорон. Они заверили, что руководство республики впредь будет оказывать внимание в семье ветерана. Сама по себе весть, что скончался кто-то, это, конечно, прискорбно. Но вдвойне прискорбно, когда наши ветераны уходят в мир иной. Вот один из последних как раз и являлся Матиев Мухтар. Он был фронтовик, он прошел все тяготы войны, не сломался духом, вырастил семью, построил дом и продолжал жить, был уважаемым человеком. Прискорбно, конечно, но ветеранов остается все меньше и меньше. У нас были планы и по поводу его, чтобы 75-летие Великой Победы встретить именно с его участием, чтобы видели на груди его награда, но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому. Ветеран Великой Отечественной не любил вспоминать эпизоды тех событий. Слишком тяжело стране далась победа. Около 2 лет Мухтар служил в штабе и не раз спасал жизнь маршалу Коневу. А уже в 1944 году он оказывается в числе депортированных в Казахстан ингушей. Через некоторое время, после долгих поисков, сам маршал Конев находит его и забирает своего преданного соратника на дальнейшую службу. Жизненный путь Матиева – еще одно свидетельство того, какой дорогой ценой досталась стране победа над фашизмом. Родственники выразили благодарность делегации. Память героя будет жить вечно. Никто не забыт, ничто не забыто. Мухтар Матиев остается в сердцах поколения, как герой, который оставил след в истории страны. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Джамалел Тамасханов. Новости 24.